Вот, а я вышел, что немножко покажу, что у нас в огороде творится. Вот так я чеснок и убираю потом. Значит, наливаю 50 миллилитров на 10 литров воды. И добавляю сюда. Я как говорил, что фитофтора все, поражена фитофтора еще. Ботве кранты. Вон висят. Наверное, видно, да? Один куст и второй куст. Эта вишня наконец-то ожила. Я думала, такой крупный. Доброго дня, друзья. Опять я на своем наблюдательном пункте. Вот здесь черемухи такой, большой черемухи. Уже как бы, это уже дерево уже нормально так. Уже когда-то тля болела, да, ну, почти все вырубали, видите, все обратно восстановилось. Ну, сижу я здесь, друзья. Видите, на улице такой сильный ветер, ветер западный, жары как таковой нету. Ну, даже если вот, например, я вот в курточке сижу, да, если без курточки, даже и прохладно, ну, как бы и продует. Вот. У меня на участке работает Алексей сегодня тоже. Вот, а я вышел, что немножко покажу, что у нас в огороде творится. Что с картошкой, вот, что там, кое-что Маша убрала уже, что там осталось там в теплице немножко, ну, вот. И немножко поснимаю и покажу вам, друзья. Ну что, такое короткое видео будет. Не знаю, коротким ли получится это видео, конечно, потому что короткое никак у меня не получается. Все время как начну болтать, и все, затягивается этот момент. Вот. Ну, во всяком случае, я поснимаю. То, что вот дожди были, а потом сейчас вот то опять установилась такая сухая, но не жаркая погода. Для этого периода времени, для августа, ну, середина августа, это самое то. Самое то ягоды собирать, самое то грибы, чтобы пошли, потому что дожди были. Самое то ждать, чтобы, если есть брусника, потому что наперед не могу еще ничего сказать, чтобы созрела брусника, там клюква созрела, это уже на сентябрь, вот, чтобы все это созрело. Вот. Алексей у меня занимается там, сначала сделал пол мне на веранду, я говорил, там доску прикупил на донаты, пол вот этот сделал, там лестница была, где я ходил когда-то еще. Теперь не хожу, там снизу для меня специально была лестница сделана. Эту лестницу убрали и постелили пол обратно. И у меня там забор уже тоже сгнил. Вот с забором сегодня как раз таки Алексей и занимается. Ну что, поснимаю я вам сейчас, так сказать, огород. Вот. Вот Алексей там. Тут у меня доски есть. И там с тыльной стороны бани там немножко забор. Там должен сплошной забор. Немножко там участок, наверное, метра 3 или 4. С этими досками там забьет. Ну, первым делом показываю картошку. Ну, вот смотрите. Все, картошка, скорее всего, вот это уже фитофтора. И ей, наверное, уже кранты. Осталось только расти клубням. Ну, как такой ботвы-то нам сейчас уже и не нужно, потому что сейчас уже ночи у нас темные, холодные очень. Кузнечики все поют. Я не знаю, слышите или нет. Смотри, как классно кузнечик поет. А это там лает. Леша работает. Ну вот, все, наверное, уже. Вот так выглядит картошка. Вот с этой, со стороны участка, где возле дороги, видите? Вот так он выглядит. Вообще. Короче говоря, ботве хана.
Может быть, даже это и к лучшему. Пускай все идет на клубни теперь. Ну и здесь, со стороны там двора, вот участок, ну тоже. Вот здесь идеал, да, и тоже. Ну, почти ботва тоже уже поражена вот этой фитофторой, наверное. Потому что листья чернеют, начинают. Вот этот осот еще, все уже вырвали, уже по второму разу уже цветет. Вот этот осот. Ну вот, с картошкой. Картошка вот сейчас уже после 2 августа. Вот показывали вам 2 августа какая. И вот сейчас вот я не снял. Вот буквально вчера еще тоже выкапывали там, чтобы покушать. И очень сильно подросла уже. Особенно идеал, так большие уже клубни. Просто вот сейчас я не могу вам сам выкопать эту картошку. Вот. Картошка вот так выглядит. Ну, я как говорил, что фитофтора все, поражена фитофторой все. Ботве кранты. Так, дальше у нас морковка еще. Он растет. Там кабачки. Кабачки уже тоже вовсю, там уже кушаем, уже много кушаем. Укроп не убран и свекла не убрана. Ну, желательно бы это убрать побыстрее, потому что укроп, я и говорю, что она в дерево потом превращается. В наше пока еще времени не было. Вот. Все. Сначала она ездила отдыхать, потом приехала, и срочные там дела появились у нее. Вот. Пока, ну там свекла еще. И кукуруза. Ну, кукуруза там, как уже там кто-то мне... Ой, где она, кукуруза-то? Вот. Кто-то мне описывал, что она должна где-то в середке. Она так и есть. Там образуются початки, там мохнатые такие. Они появились, но я не знаю, успеет там что-нибудь созреть или нет. Где-то есть капуста, я сюда-туда не могу сойти на этот огород на своей телегой. Ну, в общем, в принципе, все еще растет. Убран только чеснок и убран лук. Ну, вот так выглядит картошка, да. В основном я картошку и мог показать с камерой, которая приближает. А вот сейчас поподробнее там, что там в теплице Маша делает. Она там засняла немножко, и я вот эти кадры сейчас поставлю. И посмотрите. Всем привет, дорогие друзья! Я только вчера приехала, ездила, значит, к Насте, к дочке в Ильгард. Неделю была там, вот. И сегодня первый день вышла на огород. Значит, я хочу сегодня полить помидоры, огурцы, удобрить их. Ну, вон, купила здравень, аква. И хочу сделать подкормку. Потому что у меня здесь помидоры уже как бы есть, висят, уже много помидоров, но они, черри помидоры, это маленькие, конечно, тоже. Вот, где-то здесь было видно даже одна, она пожелтевшая, вон одна пожелтевшая есть. Надо бы вот помидорчики подкормить, подкормку сделать и огурцы. У меня в этом году помидоров 2 куста посадила. Вот, и в прошлом году у меня здесь была такая чаща, потому что я еще не знала, как, что, куда убирать. А в этом году посмотрела видео и у других, и, конечно же, постаралась сделать правильно, срезать побеги, вот эти побеги убирала. Вон еще, оказывается, осталось. Тоже уберем. Вот, и вроде бы в этом году, смотрю, да, помидоры побольше. А в прошлом году было очень мало. Потом здесь у меня в этом году, сколько раз сажала, огурцы у меня все вымерли. 2 куста и осталось. То проволочник съел. Ну и здесь огурчики тоже висят.
Так что немножко для засолки будет, и так свежим мы немножко тоже покушаем. Уже несколько, значит, ведро уже заносили. Вот. А здесь дальше растут. И еще у меня помидоры на огороде там тоже. Ок, здесь осталось. Здесь осталось. Вот это убираю. И у меня еще на огороде. Сначала вот здесь буду поливать, а потом уже пойду на огород. Там у меня грунтовые помидоры. Потом там посмотрим. Сначала здесь буду поливать. Значит, наливаю 50 мл на 10 литров воды. И добавляю сюда. Купила универсальное. Здравень купила универсальное для овощей, плодовых и листовых культур. Так, и сегодня буду вот поливать. Удобрять. Также у меня здесь гладиолусы посадила, потому что поздно купила уже. И вот 3 хорошо вышли, 3 цветка, а 4-й что-то вот еще, что-то не растет. Почему-то. Потом полью этим здравием буду поливать. Вон висят. Наверное, видно, да? Все видно. На улице в этом году, значит, у нас лето. Не надо ехать на юг. Было так тепло. 2 месяца целых, может больше. Вот и помидоры поспели на огороде. Вот, так что главное, пусть будут потом краснеть. Сейчас ночи уже темные. Ну и будут потом. Главное, чтобы фитофторой не заболели. В прошлом году у меня быстро заболели фитофторой. Такой интересный черпак у меня. Сегодня с утра дождь был. Сильный дождь. Не надо уже сегодня поливать. Но вот подкормку все-таки все равно сделаем. Это у меня капуста цветная. Уже зацвела. Зацветает уже. Надо было все убрать. И так кушать. Что-то вот не покушали. Кабачки есть. Вот. Икру буду потом готовить. Кабачковую икру. Там белая. Вот. Кабачки есть. Здесь у меня кустики вишни. Один куст и второй куст. Эта вишня наконец-то ожила. Я думала уже. Мы долго поливали. Вон здесь сухие ветки. Ну, она ожила. Новенький побег появился. Но долго поливали. Думали уже, наверное, уже сейчас все. Не вырастет. Но, однако, вон, смотрите.
Так что сюда сегодня тоже здравенью полила. И этот кустик тоже. Ну, как говорится, там, посмотрели, там, чем Маша занималась, вот это, там, в теплице и на открытом грунте там помидоры как растут. Правда, в этом году там ветер, наверное, повалил, просто стойки очень короткие поставили на помидоры, которые прямо на грунте растут. И вот там, получается, небольшой каламбур получился. Вот. Ну, как уже говорил, там убрали лук и чеснок. Ну, тоже Маша поснимала, и тоже сейчас посмотрите, вот какой урожай лука и какой чеснока у нас в этом году. Лук, сразу скажу, вообще чисто просто покушать на раз-два и все. Ну а чеснок хороший, довольно-таки нормальный. Вот. Вышла лук убирать у Раисы Ивановны. Она сама в городе. Вот. Она посадила здесь. И вот убираю у нее. Лук, конечно, тоже уже с червями попадается. Ну, не очень такой. Ну, не такой крупный, конечно. Я в этом году сама тоже мало посадила для себя. В прошлом году у меня лука не было. Почему-то не вышел лук. Лук так-то надо было раньше уже убирать. Но я вот с города поздно приехала, потом погуляла в городе. Вот, приходится только теперь убирать. Ну вот чеснок начала убирать. Уже время уже настало, потому что у меня уже вон оставила и уже лопнуло все уже полностью. Уже получается, что чеснок уже готовый и надо уже убирать. Покажу. Чеснок хороший, большой, крепкий, вырос. Так, здесь несколько соберу и в пучок их завяжу и потом повешу сушиться. Вот так я чеснок и убираю потом. Некоторые чем-то, наверное, поливают там, брызгают, поливают. Я ничем не поливала. Такой пучок вот сделала. И потом повешу, пусть сушится. У меня вот места вот нету. Придется в предбаннике повесить. Ну вот. И пусть сушится потом. Очень рано пожелтел. Вот. Ну и это как бы получается, что значения ничего не имеет, что рано пожелтел. Чеснок все равно вырос. Не мелкий.
Ну, еще что? Ну, еще созрела черная смородина. Черная смородина такая очень даже, ну, нормальных, приличных размеров. Просто не вся еще созрела, но потихоньку каждый день, вот сейчас она дозревает. Главное, чтобы там птицы не поклевали и вот, ну, такие дрозды, да, что-то, они ведь любят это все дело. А здесь у нас Катюша смородину собирает, черную смородину. Очень много смородины. И Катюша у нас собирает. Смородина крупная, можно сказать. Не такая мелкая. У некоторых вот тля появилась. У нас, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, пока в этом году все нормально. Такой крупная смородина. В принципе, показал там коротенько, что у нас творится на огороде. Ну, в первых 10 числах сентября уже, скорее всего, будем уже вскапывать картошку. И, как говорится, уже урожай покажу уже, какой картошка будет. Ну, вот для нас, для деревенских, основной еще такой вот урожай считается, что вот это картошка, показатель урожая картошка. Потому что там вот эти мелкие, там укроп, это еще свекла, это морковь, все сопутствующее. Это. Есть, нет, так нет. Ну, потихоньку и картошка также превращается. Есть, нет, так и нет. Купим. Вот. Но пока можем, пока что делаем, ну, сажаем сами и кушаем. Все ж таки, своя картошка, она своя. Да, ведь вы, думаю, согласитесь тоже со мной, что свое всегда свое. Без химии, без всяких отрав. Навоз и больше ничего. А то и навоза нету. Мы чередуем, вот, например, этот участок и возле дороги, который участок. 1 год навоз кладем на один участок, потому что навоз тоже дорогое удовольствие. Раньше же корову держали, до этого навоза еще и выбрасывали. А сейчас уже телега где-то 4 штуки стоит, тоже немалые деньги. А на участок надо, если на целый участок, надо 4 телеги. Ну, как минимум 3 телеги, это минимум, вот, на целый участок. Вот мы и делим. Один раз привозим 1 телегу навоза 1 год, на вторую телегу, на другой участок, так, слегка. Вот. Удобрением не пользуемся. Вот первый раз возле дороги, который участок был, в этом году немножко там в лунку посадили ому, удобрение ому, вроде как он так называется. Ну все, друзья, наверное, буду заканчивать и скажу вам до свидания. До новых встреч на наших видео, на нашей деревне, так сказать. Приходите и смотрите нашу жизнь. Вот так. Простую деревенскую нашу жизнь. Всем пока.